25 сентября на пограничном контрольно-пропускном пункте Кызылбек, границы Таджикистана и Кыргызстана, состоялась встреча руководителей официальных делегаций Республики Таджикистан и Кыргызской Республики. Встреча прошла под руководством председателя Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан Саймумина Ятимова и председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчебека Ташиева, на которой стороны еще раз подчеркнули о необходимости продолжения переговоров и решения существующих проблем дипломатическим путем. Саймумин Ятимов и Камчебек Ташиев, председатель Сагдийской области и председатель Баткенской области, обменялись мнениями по вопросам реализации подписанного протокола и укрепления мира и стабильности на линии государственной границы Республики Таджикистан и Кыргызской Республики. Было подчеркнуто, что вся военная техника должна быть возвращена на постоянное место дислокации, а стороны должны решить возникающие проблемы в духе взаимопонимания. Было названо также необходимым, чтобы у приграничных жителей был мир, а между двумя народами по-прежнему устанавливались дружеские отношения, потому что таджики и кыргызы веками жили бок о бок. Я со стороны кыргызской стороны обязуюсь выполнить все пункты подписанного протокола. И точно такое же отношение требуется со стороны наших уважаемых соседей. Тот конфликт, который у нас произошел, дальше не должно произойти. Все мы должны вкладывать силы, средства, возможности, чтобы наши народы жили в дружбе и согласии. Я полностью подтверждаю слова уважаемого Шевченко о том, что мы сегодня подписали тот протокол, который можно называть этот протокол демилитаризационным. Были приняты решительные меры, и оно отражено в наших документах. Теперь надо его соблюдать. Мы одновременно тоже провели переговоры здесь, за кулуарами, и сошлись с мнением, что ни в коем образом на таджикской, кыргызской, кыргызско-таджикской государственной границе не должно быть больше никаких конфликтов. Я бы хотел воспользоваться моментом и обратиться к средствам массовой информации о том, что мы все должны быть очень осторожны с использованием слов, с использованием дефиниций и терминологии. Быть очень-очень осторожны. Мои слова относятся прежде всего к средствам массовой информации, отдельным блогерам, отдельным политикам. Поэтому каждое слово может действительно навредить делу. Я бы хотел ради подробности привести слова Аристотеля, который потом в течение 2500 лет разные ученые прокомментировали. Он говорит так: неграмотный человек стоит вне политики. Сначала ему необходимо обучать азбуке. Без этого не может быть политика. Без этого есть слухи, сплетни, сказки и предрассудки. Конец цитаты. В таких трагических случаях в выборе слов, выражений, терминологий, дефиниций мы должны быть очень и очень осторожны. Я тоже заявляю отдельные разговоры, которые мы сегодня с уважаемым Камчебеком Ташиевым говорили, о том, что наступит мир на таджикско-кыргызской земле, если мы будем строго следовать подписанных протоколов и документов. Поэтому я призываю всех, чтобы ознакомиться с этим протоколом. Протокол не является секретным. И 39-й протокол, и 42-й протокол, и другие документы. И при комментарии строго следовать нормативно-правовым актам. Мы все работаем, когда готовим соответствующие документы, в духе римского права. Оно именно регулирует общественные отношения двусторонних и международных отношений. Там есть в этой теории один очень интересный принцип. Написано о том, что воля, если она государственная, должна выразиться в форме закона, протокола, соглашения, договоров.
и обеспечиваться аппаратом, способным ее реализации. Иначе она, эта воля, есть ничем иным, как пустой звон, пустой вибрации воздуха. Мы убеждены в том, что реализация этих протоколов, организация наших отношений исключительно на правовых основах приводит к миру, согласию, добрососедству между нашими братскими народами.